В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Концепцию проведения Года защитника Родины утвердили на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан, которое провел глава Якутии Айсен Николаев. Основной целью концепции является объединение и стандартизация всех форматов патриотического и духовно-нравственного воспитания. Какие нас ждут новшества и мероприятия, мы сегодня поговорим. Наш гость студии Игорь Юргин, исполняющий обязанности Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Игорь Васильевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, прошлый год был насыщенным. Какие основные мероприятия у нас прошли? Здравствуйте. Да. Ну, это проведение молодежного фестиваля «Мусустар», который в себя включал 13 треков. Также «Табыс», это «Сэх молодежи». Вот, это самые крупные такие молодежные мероприятия, которые проходили, не затрагивая тему акций, всероссийских акций, такие как «Свеча памяти», соответственно, «Бессмертный полк». Вот. В принципе, все. Вот это вот самых два крупных мероприятия. Ну, наверное, самые запоминающиеся, которые могли пройти. Именно. По патриотическому направлению, кроме «Свеча памяти», я так понимаю, диалоги о важном. И забыл еще, прошу прощения, забыл добавить второй республиканский антифашистский форум. Это одно из важных мероприятий, которое уже прошло именно под моим видением, вот, когда я занял кресло министра, но пришел на должность. Так, что у нас по патриотическому направлению? Я знаю, что проводились у нас в течение года диалоги о важном с различными участниками специальной военной операции. И что еще вот помимо этого? В прошлом году особо работа в этом направлении сильно не велась, то есть концепция ничем не отличалась, как уже от этого года и с намеченными планами. Были диалоги на равных, уроки мужества, проводились мной, героями России, участниками специальной военной операции. Вот. Может быть, запомнила что-то где-то вот в школах проводили или кто-то вас пригласил, может быть, вот лично вас как? Ой, постоянно. Многие я школы объехал, и везде ребята активные, особенно вот где-то с класса, начиная с 7-го. Прям очень-очень активные. Был в библиотеке, и вот в библиотеке там провели как раз урок мужества. И это, наверное, одно из самых запоминающихся событий. Дети спрашивали такие вопросы, вот, ну, которые отразились в памяти, а как там, как мне сделать выбор в данной профессии, выбор в жизни, на что мне посмотреть, как вот добиться успеха, как стать нормальным человеком, хорошим, не уйти влево и вправо, как не попасть в пучину инфоповодов, как различать фейковую информацию от настоящей. Было ли тяжело в зоне специальной военной операции? Ну, тут все такие душевные вопросы. Я еще тогда опоздал буквально на минут 40, наверное. Дети устали, уже все вымотались. Я приехал, и прям все, вот это второе дыхание пошло, и мы прям начали. Я сам был уставший, а они, и мы прям зарядились энергией друг от друга. Это настолько было круто и душевно. Всегда ли много детей на таких уроках находится? Может быть, кто-то всегда активно принимает участие, да? Ну, есть определенный, конечно же, актив, который всегда присутствует, всегда помогают, ну и плотно сотрудничают с Министерством по делам молодежи. Так, а как у нас сейчас настроена молодежь? Мне очень интересно, какие патриотические проекты у нас реализуются, ну и можно и о планах на этот год немножечко рассказать. Ох, множество. Но первая, наверное, одна из самых главных — это кадровая программа «Якутия. Земля героев». Это аналог программы «Время героев», которой я являюсь участником. Вот. И она будет, соответственно, проводиться у нас 21 февраля. Мы планируем срок подачи заявок. И, соответственно, после этого будем уже проводить поэтапный отбор, где 100% трудоустройства будет у ветеранов, участников специальной военной операции. Сейчас недавно глава республики Айсен Сергеевич Николаев провел патриотический тест среди правительства республики. Сейчас по профильным министерствам мы передаем эти тесты в общеобразовательные учреждения. Да, нельзя привить патриотизм через тесты, но можно хотя бы посмотреть вовлеченность. А когда
человек отвечает и где-то отвечает неправильно, уже начинает заинтересовываться. Если начинает заинтересовываться, тогда он вовлекается. И если он вовлекается уже, тогда все. А надо ли им как-то куда-то заявку подавать? Или с какого времени периода Это про начнет ветеранов. работать уже? Да. Да, заявка будет размещена, вся информация будет позже. Уже открытым, доступных каналах официально. Так, какая у нас работа сейчас проводится по психологической поддержке населения? По психологической поддержке населения было 46 тысяч оказано услуг клиентам, в том числе семьям участников специальной военной операции и самим участникам. Также у нас работают, сейчас у нас находится 20, если память мне не изменяет, могу ошибиться, 24-я бригада мобильная, которая располагается в Ростове и проводит помощь с ранеными военнослужащими, а также с теми, кто в первый раз заходит в зону специальной военной операции. Учитывая наш менталитет, когда люди видят нашего человека, нашего сотрудника, вот он саха, он наш, все, сразу же уже начинает делиться, подбегать. Но это очень важно. Они чувствуют поддержку с дома. И практика показывает очень положительные отзывы, обратная связь есть. И над этим мы постоянно работаем, улучшаем. У меня до того дошли психологи, то, что они уже проводят дистанционную помощь. И причем они вытягивали была очень трудная ситуация в одной семье. И там даже такая деструктивная была информация, разглашать данные я не имею права. И они дистанционно вели всю семью, и причем вывели. Очень плотно, да? Да, очень плотно и очень положительные успехи. Также мамы участников специальной военной операции приходят в наш центр очень часто, и многие из них становятся еще дополнительно сотрудниками, имея психологическое, конечно же, образование соответствующее. То есть они добровольно приходят для того, чтобы помочь остальным? Да. Также мы заключили психологическим центром ВЭФ с психологической кафедрой МГУ, именно с ректором, о методическом и методическом консультативном сопровождении. Именно и сейчас мы ведем одну методичку, разрабатываем, в которой уже позже, как работа пройдет, представим. Также сейчас работаем плотно с МЧС по ликвидации ЧС всех. Наша мобильная бригада уже, соответственно, выезжает и оказывает свои услуги, где я являюсь координатором этой группы. Так, расскажите, пожалуйста, про итоги участия нашей республики в федеральных грантовых конкурсах, по итогам прошлого года, и какие успешные истории есть в некоммерческих организациях? У нас в этой области большой прорыв. Мы являемся одни из лидеров Российской Федерации по заявкам на фонд президентских грантов по соотношению 1 к 1 и по реализации этих грантов и выдачи заявок. Также практически все гранты у нас, грантополучателями реализованы. И сейчас у нас отдел взаимодействия с институтами гражданского общества часто ездит в командировки, где проводит дополнительные занятия, методическое сопровождение, консультативное, и рассказывает не только про то, как участвовать в грантах, но так же, как и создать некоммерческую организацию и уже войти, соответственно, в грантовую политику. А есть ли какие-то, может быть, наиболее популярные направления, по которым участники подают на грант? У нас «Молодежь Якутия». Фонд президентских грантов, понятно. По Росмолодежь еще от физлиц заходят. Но это маленькие такие субсидии, там до 100 тысяч примерно, где реализуют проекты. Но самое распространенное — это «Молодежь Якутия». Ежегодно, я так отмечу, что ежегодно идут такие поддержки грантовые, и в том числе, наверное, региональные от республики тоже на грант подают, наверное, грант СН Николаева. Как часто, да? Гранты главы. Гранты главы расхватывают. Как пирожки, как пирожки с горячей
как горячие пирожки с полочки постоянно. И да и также гранты вообще разыгрываются. Гранты — это способ реализовать не только молодежи, но и населению вообще свои проекты, себя. Это очень крутое направление и вот хороший аналог, когда государство, то есть человек подает заявку, проходит конкурс, вот он прошел и все, он вот получает эту субсидию и понимает то, что может вот реализовать свой проект. И многие люди реализовывают проекты даже не только там для себя, для каких-то конкретных целей, а все они почти делают для людей, то есть создают молодежные пространства, площадки. Кто-то, очень многие сейчас заходят по грантам, помогают участникам специальной военной операции. Уже отдельно, да? Да, это вот прям, ну, очень отрадно. То есть это такая большая возможность для не только предпринимателей, но и для молодежи, для всех тех людей, которые хотят внести вклад в социальную какую-то политику, да, и при этом еще и помочь большому кругу населения, если чего-то нет. Хотелось бы узнать, что у нас ждет в этом году, какие мероприятия в годы защитника Родины, и в этом году, может быть, какие-то новшества, и будут ли повторяться с предыдущего года мероприятия? Большая работа была проведена. Мы проводили 14 января стратегическую сессию по году защитника Родины, где присутствовало 60 руководителей профильных министерств, общественных организаций, военно-патриотических клубов, в том числе включая федеральных. И мы все вместе, это сразу говорю, делал не только как Министерство молодежи, да, там в приказном порядке. Мы все вместе выработали концепцию. Разделили ее на 4 плана. Первый план — это то, где мы обучаем и проводим обучение с населением именно в плане патриотического воспитания, с теми, кто ведет, так сказать, учителя, тренера, те же министры. Вот. Со всеми мы проводим именно, вот уже начали эту работу, патриотические тесты. А второе — это уже кадровая политика. Это именно участники специальной военной операции, опять же, Якутия, земля героев. Третье направление — это по мероприятиям. Мы консолидируем, извиняюсь, все. У нас же много задваивается мероприятий, движение первых, кадетская школа, воин, авангард, то есть все в совокупности. Мы сейчас консолидируем в единое, разделяем по направлениям. Соответственно, мероприятия выделили очень важное для себя то, что мы во-первых, должна быть не всех загонять на одно мероприятие, должна быть целевая аудитория тем, кому интересно. Это в первую очередь. Потом мы работаем не над тем, чтобы формально провести мероприятие ради мероприятия. Мы работаем над смыслами и над образами, чтобы в головах у молодых людей как минимум что-то оставалось, и это очень правильно, потому что образы они цепляют, учитывая клиповое мышление, как все. Молодежи? Да. Ага, я надеюсь, что в этом году все планы будут совершены, пройдут они успешно. Игорь Васильевич, спасибо, что сегодня к нам пришли, посетили, рассказали интересные истории, в том числе из вашего участия. Ну а я напомню, это программа «Актуальное интервью». Я с вами прощаюсь. До встречи.